Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии гости. 2 октября празднуется День среднего профессионального образования. И в этом году юбилейная дата – 85 лет. В преддверии этого праздника в нашей студии Институт развития профессионального образования в лице заместителя директора Анастасии Толстоуховой. Анастасия Викторовна, здравствуйте. Добрый день. И в лице заведующей кафедрой Натальи Ефимовой. Наталья Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что вы сегодня пришли в нашу студию. И начать я хочу наш эфир, во-первых, с благодарности Тамаре Николаевне Даниловой, руководителю редакционно-издательского центра вашего института, за помощь в организации наших эфиров. Ваши коллеги уже выходили неделю назад, и мы начали эту тему. Сегодня с вами мы ее продолжаем. И продолжаем говорить о тех мероприятиях, которые в связи с такой знаменательной датой проводятся в нашем городе для всех учебных заведений, средних профессиональных. Наверное, сразу же, Анастасия Викторовна, вам слово. Спасибо. Добрый день. Хочется сказать, что в первую очередь не только город Якутск охвачен, да, а вся республика, в которых муниципальных районов, в которых находится наша образовательная организация. В первую очередь, пользуясь моментом, хочется поздравить наших дорогих ветеранов, наших коллег, педагогических работников и преподавателей, мастеров производственного обучения, руководителей профессиональных образовательных организаций и всех студентов и наших выпускников с таким знаменательным днем, 85-летием системы среднего профессионального образования Российской Федерации и с днем среднего профессионального образования, который исполнится 2 октября. Если говорить в целом про мероприятия, которые наш институт организовывает совместно с профессиональными образовательными организациями, мы думали, будет декада. Оказалось, вообще троекратная декада, потому что начинается чуть ли не с 22 сентября, и оно заканчивается 30 октября днем празднования 5-летия Центра опережающей профессиональной подготовки, который тоже в нашей системе 5 лет тому назад включился и очень активно. И в нашей программе тоже принимает сегодня участие директор этого центра во 2 блоке. Обязательно будет в нашей студии. Так, на прошлой неделе очень активно прошли мастер-классы наших финалистов всероссийского конкурса регионального этапа «Мастер года». Около 40 мастер-классов прошли, реклама или афиши данных мастер-классов были размещены в приложении МОЗ, чтобы привлечь население. Достаточно активно эти мастер-классы прошли. А на этой неделе начинается у нас серия мастер-классов от чемпионов профессиональных конкурсов «Профессионал» и «Обилимпикс». Они пройдут не в самих колледжах, а они будут проходить в школах. То есть есть определенный график, и к школам они подходят и будут проводить мастер-классы. Также очень активно начинается встречи с нашими ветеранами в колледжах, потому что у каждого колледжа и техникума своя история, свои ветераны, и они их будут чествовать. Святое дело, да. Да. И далее у нас в эту субботу прошла ярмарка товаров и услуг колледж САЭЛ. Она проходит у нас уже 3-й год. В этом году более 15 колледжей техникумов учебно-производственных комплексов приняли участие, тоже торговля проходила, предлагали услуги и товары свои собственного производства. Да? И еще, самое большое мероприятие у нас это будет торжественное открытие 2 октября, пока ориентировочно 10 часов. Айсен Сергеевич будет открывать мастерские по единой президентской субсидии по Дальнему Востоку. К 2026 году их должно быть где-то 900, единиц. На теме мастерских можно еще раз повториться. Мы в прошлом эфире подробно об этом говорили. Это просто какое-то чудо. Да. То, что у каждого, практически учебного заведения будут мастерские, где ребенок уже может профессию свою, будущую, не то, что там со всех сторон ее посмотреть, а уже в ней состояться как специалист и даже уже свои услуги предложить горожанам жителям нашего города.
Мы очень рады, что именно вот последние, скажем, 3 или даже 5 лет, да, очень большое внимание уделяется на уровне государства системе среднего профессионального образования. Наши колледжи тоже участвуют в конкурсе по профессионалитету, чтобы стать ядром профессионалитета. И на сегодня у нас 4 кластера. К 2026 году будет 4, и открывается Якутский медицинский колледж, в следующем году будет открываться. Также в преддверии нашего праздника Якутский педагогический колледж, он открылся как кластер по педагогике профессионалитета, да, и также было открытие 22 сентября после капитального ремонта. Это тоже большой такой вклад для развития системы, поэтому мы очень рады, что наш система так поддерживает. А там тоже будут какие-то как кабинеты, где вот начинающие специалисты могут оказать услугу? Там, значит, по видам деятельности 9 зон открыто. Это фактически, ну, как мы скажем, как мастерские или как кабинеты именно по профессиональным модулям. Да, то есть все современное, все оборудовано новое, вот учебный корпус по проспекту Ленина, он полностью фактически сделали капитальный ремонт, спортзал мы видели тоже новый, да, даже удивились, что там в спортзале ноутбуки есть, да, и коридорная система полностью все отремонтировано, все красивое, и этим пользуются с 1 сентября наши студенты. Это для обучения. А вот если, допустим, мы говорили вот в прошлом эфире про промышленный техникум, где открывались мастерские, и вот специалисты, которые только завтра, да, получат диплом через какое-то время, они могут, например, выполнять какие-то ювелирные изделия и могут их продавать. Вот эти мастерские для этого нужны. Да. А если вот вы говорите про медицинский колледж, там будут, например, какие-то кабинеты, в которых можно будет получить услугу горожанам, ну, какую-то услугу медицинскую. То есть, получается, здесь даже тройная польза, может, для студентов, да, в первую очередь это для того, чтобы получить профессиональную квалификацию конкретно, да, рабочей профессии, возможно, и дополнительно по специальности получить компетенции профессиональные. А следующее это для населения, да, потому что на базе вот этих мастерских будет подготовка вестись по образовательным программам профессионального обучения, это короткие программы, да, и, соответственно, повышение квалификации, дополнительное профессиональное образование. Это, несомненно, именно для работников отрасли. Ну вот, тройное, можно сказать, да, то есть для населения, для студентов и для тех работников, которые работают в отрасли. Может быть, подхватите, Наталья Николаевна, вашу коллегу и расскажете о тех мероприятиях, которые вы бы хотели осветить в эфире. Я хочу дополнить, да, на той неделе у нас еще 26 сентября для молодых педагогов СПО проводился СПО-слет, где приняли участие 59 участников из 18 профессиональных образовательных организаций. Но надо отметить то, что принимали участие не только городские, да, и приехали к нам команда из Намского, Сунтарского, Татинского, Мигино-Кангласского районов. И насыщенная программа была у молодых специалистов. В течение 3 часов они разработали проект по актуальным темам профессионального образования. И защита прошла перед экспертами, которые прошли у нас с Министерства образования и науки, да, Республики Саха-Якутия, и с нашего института также были ветераны СПО. Вот вы коснулись того, что этот праздник, эта дата, да, отмечается не только среди учебных заведений нашего города, но и по районам, по республике, по всей. А вот в тех учебных заведениях, которые находятся в районах, у них тоже есть к ним такое же внимание в плане мастерских? Конечно. Там тоже открываются, и там тоже, да, можно также зарабатывать студентам, находясь еще вот в учебном заведении. Конечно. У нас открываются мастерские в Алёкминском, да? Минском, Неренгринском, Алданском В районах. этом году большинство, и в прошлом году, и позапрошлом году акцент был на районах. Да, городских в этом году
Мало же, да? Да, Мало. меньше. А насколько охотно там остаются студенты, которые уже заканчивают, получают диплом, чтобы работать в том месте, вот где ты живешь, учишься? Или все-таки больший процент хочет как-то дальше идти учиться, получать высшее образование, уехать, может быть, из района или из республики? Ну, если смотреть статистику, по республике где-то 75% трудоустройства, да, по данным Центра опережающей профессиональной подготовки. Это большое, да, но мы хотим, ставка стоит до 85%, то есть это говорит о том, что выпускники профессиональных образовательных организаций идут работать по специальностям, да, но есть, конечно, такие специальности, по которым хотят дети получать высшее образование, никто этого как бы не запрещает, да, если сам студент или ребенок хочет повышать свою квалификацию, конечно, да, но трудоустройство в первую очередь он основной показатель. А поступают к вам чаще, ну не к вам, в среднее профессиональное учебное заведение, а чаще после 9 класса или после 11? Ну, если смотреть КЦП, то это где-то 50/50. Да, такого нет, что все после 9, такого нет, что после 11 все, да. Поэтому сказать конкретно, что только 9 классы, но конкурс в этом году и с каждым годом он повышается все больше и больше. Например, в том же Якутском медицинском колледже очень большое конкурсное место, и Якутский финансово-экономический колледж, которому 95 в этом году исполняется, тоже большой конкурс. И есть такие колледжи, которые ежегодно вот закрывают контрольные цифры приема к 1 сентября прямо впритык. А так прием у нас фактически до декабря же месяца идет. А вот если в высшее учебное заведение поступаешь после окончания колледжа, а не после 11 класса, это является как бы таким приятным бонусом дополнительным, что такому специалисту, ну, его возьмут, например, если сравнивать, чем ребенка после окончания школы? Здесь, скорее всего, с дипломом СПО, да, есть преимущество того, чтобы они не сдают единый госэкзамен, да, они проходят с дипломом, поэтому здесь отдельный конкурс идет на них, отдельные квоты, я так понимаю, в высших учебных заведениях, да, и, конечно, по многим специальностям предпочтение, конечно, дают тем, у кого есть диплом СПО, потому что они все-таки профориентированы, во-первых, имеют профессиональные компетенции и как бы больше заинтересованы. Ну, не могу сказать, что больше, да, но есть интерес большой для того, чтобы получить высшее образование. Ну и больше осознанности, наверное, в профессии уже, да? Уже ты понимаешь, куда... Профориентация у них уже стоит как бы хорошо, поэтому они уже целенаправленно идут на данную профессию. Праздник среднего профессионального образования, это день не только студентов, но и преподавателей, может быть, даже преподавателей, во-первых, и вы кузница преподавательских кадров, вы курируете тех людей, кто отдает знания потом учащимся студентам в средних профессиональных учебных заведениях. Расскажите, по каким направлениям вы курируете, как вы поддерживаете преподавательский состав? Так, нашему институту в следующем году будет 10 лет, да? 10 лет, значит, основные направления работы, во многих направлениях мы являемся региональными операторами. В первую очередь это, например, дополнительное профессиональное образование наших педагогов и профессиональная переподготовка и повышение квалификации наших педагогов. И второе большое направление — это у нас демонстрационный экзамен. Мы являемся также региональным оператором. А также в этом направлении мы курируем, являемся региональным оператором развития независимой оценки качества, оценки квалификаций. Да? Это вы ходите по этим учебным заведениям и присутствуете на занятиях, да, на открытых уроках? Нет, это ДЭМ-экзамен, они по окончанию выпускники сдают, ну, как бы государственную итоговую аттестацию, которая проходит в форме демонстрационного экзамена. И вот про те мастерские, которые мы говорили в начале, они там сдают именно вот практическую часть. Да. А дальше есть чемпионатное движение профессиональное, Олимпикс, тоже большое направление, профессиональное воспитание. Также с последние 3 года у нас большое направление — это бережливые технологии, повышение производительности труда. И еще у нас направление редакционно-издательское, где вот Тамара Николаевна у нас работает, да, журнал «Профессиональное образование Якутии», работа с медиацентрами. И у нас основное еще направление... Инновационное развитие. Да, инновационное и научное развитие.
Тамара Николаевна просто золотой специалист, и я редко, когда вот настолько доверительно у нас отношения сложились, я знаю, что все будет вовремя, мобильно, все четко, и точно поэтому поздравляю, что у вас работают такие золотые кадры. Спасибо. В преддверии праздника, наверное, вы хотите поздравить ваших коллег. 2 октября у нас будет торжественное мероприятие, будет в центре Гагарина, да, значит, там с утра будет движение для студентов, молодежный фестиваль СПО-фест, да, и также после обеденный будет большое торжественное мероприятие, которое мы приглашаем ветеранов, пригласили, почетных гостей пригласили, наши колледжи тоже придут, и награждение, поздравления, все вот, и красная дорожка, которая у нас уже 3-й год проходит. Да, традиционно проходит. Традиционно. В этом году более решили, что будут на красную дорожку выходить победители федеральных уровня, да. И в этом году изюминка то, что мисс и мистер СПО, которому тоже 10 лет, пройдет в рамках фестиваля, и итоги будут подведены именно на торжественном мероприятии. В конце такая кульминация будет. А это где будет все проходить? В Гагарина, центре Гагарина. И туда вы приглашаете, вот, ну, туда идут люди по пригласительным, да? Те, да, кто работодатели, Да, студенты. имеет отношение к системе. Наши выпускники, экс-директора профессиональных образовательных организаций, почетные гости, наши ветераны, победители, финалисты различных конкурсов. Да, у вас, наверное, сейчас достаточно непростое время, да, вот эта вот вся подготовка все равно на вас лежит, на ваших плечах. А что для вас самих, вот для тех людей, кто организовывает этот праздник, будет приятным каким-то моментом, подарком в этот день? Ну, 2 октября, скорее всего, это как подведение итогов, да, работы года со 2 октября с предыдущего года, 2 октября этого года. И ну, для нас в первую очередь, как по основной направлению, это, скорее всего, комплексная оценка эффективности деятельности наших профессиональных образовательных организаций. Наш институт ведет рейтинг профессиональных образовательных организаций. Ежегодно мы выводим топ-5, да, профессиональных организаций, которые являются лидерами по всех направлениях, начиная с обучения, заканчивая именно профессиональным воспитанием студентов. И кого вы можете назвать в этих рядах из прошлых? Ежегодно у нас в топ-5 первый выходит Якутский медицинский колледж, да, есть Нюрнбергский медицинский колледж, техникум, Якутский технологический техникум сервиса, но в этот год не будем раскрывать, примерно знаем уже, кто в числе топ-5, да, и в прошлом году, и позапрошлом году на торжественном мероприятии мы вручали грант главы. Да, и в этом году мы тоже под этим же номинациям будем объявлять победителей. Было 7 номинаций. Поэтому это хороший стимул, да, стать победителем, быть вот в этой пятерке. Да, конечно. Потому что получение хороших, наверное, средств на продвижение своего техникума. Мы в первую очередь волновались, примет ли вообще вот данную комплексную оценку, но оказался хороший инструмент, потому что все-таки стимулирует, мотивирует, да, поэтому мы рады, что такой инструмент мы придумали, да, и ведем вот такую работу. Техникум, кулинарный техникум сейчас как называется? Технологический. Сервиса. Вот были они в прошлом году в гостях нашей студии. Мне очень понравился преподавательский состав и студенты, которые приняли участие в нашем разговоре. Они очень активные, да. Но сам техникум очень активный, а педагогический колледж, студенты очень активные, и они всегда вот в нашей топ-5. И в прошлом году они тоже были победителями гранта, да. Вот. Да. И я почему-то подумала, что они должны обязательно быть. Вот не ошиблась. Они есть. Спасибо вам большое. Наш первый блок подходит к завершению. Я благодарю вас за то, что вы сегодня нашли время и пришли, рассказали о том, как обстоят дела с мероприятиями к этой знаменательной дате. Я вас поздравляю, вас и ваших коллег, и приглашаю еще в нашу студию
уже после того, как это мероприятие пройдет, отгремит с новыми целями и планами. Дорогие слушатели и зрители, мы через короткие 4 минуты вернемся в нашу студию и будем продолжать говорить о среднем профессиональном образовании. В нашей студии будут гостить колледж финансово-экономический и Центр опережающей профессиональной подготовки. Оставайтесь. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире в нашей студии гости. Я рада их представить. Мы говорим сегодня о среднем профессиональном образовании. В нашей студии директор финансово-промышленного колледжа Анастасия Соломонова. Анастасия Васильевна, здравствуйте. Финансово-экономического. Добрый день. А я что сказала? Финансово-промышленного. Да, извините, финансово-экономического колледжа. И также в нашей студии директор Центра опережающей профессиональной подготовки Владислав Хабаров. Владислав Гаврилевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы нашли время и пришли в нашу студию. Рада вас видеть. И мы продолжаем говорить о тех мероприятиях, которые проводятся в связи с достаточно знаменательной датой 85 лет всей системе среднего профессионального образования. И наверняка ваши учебные заведения не стоят в стороне, а активно принимают участие. Расскажите, пожалуйста. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Действительно, за 95 лет выпущено много выпускников, это более 15 тысяч выпускников и немало достижений студентов, педагогов за 95 лет. Мы запланировали ряд мероприятий нашему юбилею. Начали 17 октября этого года. Один из... Сентября, да, этого года. Действительно, в год 90-летия как такового большого мероприятия у нас не было. Это был пандемийный год, но была выпущена очень достойная историческая книга в 2020 году с помощью наших ветеранов, педагогов. Это Зоя Дмитриевна Николаева. По сей день она работает, 52-й год, была директором в 15-16 годах. И поэтому в этом году мы решили выпустить фотоальбом. Далее, значит, у нас завершается работа по съемке документального фильма с участием наших выпускников, педагогов, студентов. Будут впечатления, истории, наши достижения, да, 52 минуты. И как раз-таки сегодня мы разговаривали с вашей компанией, будет показ 9 октября в 15:00. Пока предварительно, но в любом случае у нас на сайте будут ссылки, да, и всем можно, конечно же, ознакомиться и посмотреть этот замечательный документальный фильм. Какие вы молодцы. Вот. Далее, значит, мы с этого года затеяли, начнем эстафету встреч юбилейных выпусков. Каждый месяц мы запланировали ежегодно встречу 2 юбилейных выпусков. Это с 5-летних выпусков до 55-летия. В этом году уже в марте мы встречались нашими золотыми юбилярами. Это выпуск Владимира Ильича Птицына. И также продолжим до нашего столетия. В этом году подписано распоряжение правительства Республики Саха-Якутия о столетии нашего колледжа в 30 году. И создан оргкомитет. Председателем является исполняющий обязанности министра финансов Иван Иванович Алексеев. Заместителем председателя является наш выпускник, министр профобразования. Сейчас первый заместитель министра образования и науки Михаил Присяжный. И первый оргкомитет у нас состоялся 6 марта. Принят план мероприятий до столетия нашего колледжа. Также проводится конкурс эссе для студентов. «Мой выбор ЕФЭК». Также у нас на этой неделе 2 октября запланирован региональный этап Всероссийского чемпионата пенсионеров по финансовой грамотности с участием нашей выпускницы Галины Данчиковой, депутата Госдумы Совета Федерации Российской Федерации. И также презентация стенда «Гордость ЕФЭК». Там 4 человека, которые отработали более 30 лет в нашем колледже. Это Любовь Николаевна Ковальчук, она отработала преподавателем 52 года. Зоя Дмитриевна Николаева,
ныне работает, 52-й учебный год. Это Климова Ольга Николаевна, которая отработала 31 год в нашем колледже преподавателем, да, и Волкова Тамара Михайловна 35 лет отработала, и вот на прошлой неделе буквально мы ее проводили на заслуженный отдых. Вот такие замечательные мероприятия у нас планируются. И люди такие известные, да, вышли из ваших стен. Но если с финансово-экономическим колледжем понятно, вы готовите бухгалтеров, да, финансистов, экономистов, то кого готовит Центр опережающей профессиональной подготовки? Владислав Гаврилович, вот вам слово, расскажите. Добрый день. Наш Центр опережающей профессиональной подготовки был создан в 2020 году. 2 октября 2020 года мы открылись. Это на самом деле федеральная активность. В рамках нацпроекта образования создаются и создавались центры опережающей профподготовки по всей стране. Наш стал первым на Дальнем Востоке. Мы выиграли грант. Республика за подписью Арсения Сергеевича направила грант на конкурсную документацию. Мы выиграли. И одним из первых на Дальнем Востоке создали Центр опережающей профподготовки. Сейчас по поручению президента страны создано 100 центров опережающей профподготовки по всей стране. Мы в этом году празднуем 5-летие, и 30 октября мы долго думали, как его праздновать. 5-летний юбилей — это на самом деле не такая большая дата, но все-таки надо подвести определенные итоги, что мы сделали за такой промежуток времени и что мы планируем в будущем. Поэтому мы 30 октября на базе Музея «Россия. Моя история» делаем то, что у нас получается лучше всего. Это большой фестиваль профессий. Фестиваль профессий «Якутия. Мои горизонты». Мы хотим показать школьникам, студентам, молодым, работающим людям, всем показать, какие возможности для трудоустройства есть у нас в Якутии, в том числе сделать профориентационные активности, профориентологи там у нас будут все подключенные с региона, и расскажем, какие направления для развития человека есть у нас в регионе, где можно работать. То есть в Якутии открываются твои горизонты. В принципе, здесь тоже можно работать. И здесь вот в рамках этого фестиваля раскрываются все наши 3 направления основных работы нашего центра. Первое, чем мы занимаемся, это профориентация. Сейчас для родителей и их детей очень актуальный вопрос. Нас постоянно спрашивают, какие направления есть, как узнать, в какой отрасли может работать мой ребенок, какие ему отрасли подходят. И для этого мы являемся региональным оператором всех профориентационных мероприятий, которые проводятся по стране и в частности реализуются у нас в регионе. Это единая модель профориентации, билет в будущее, порядка более 100 тысяч людей уже охвачены по нашему региону в рамках единой модели профориентации. Второе направление — это наш системный анализ трудовых ресурсов региона. Мы должны понимать, у нас есть дирекция аналитики, которая прогнозирует, какие отрасли будут востребованы, какие профессии и специальности у нас будут востребованы, чтобы преподавать в наших колледжах, вузах и реализовывать образовательные программы. Ну и третье, наверное, все-таки основное направление — это образовательная деятельность. Понятно, что есть уровень вузов, высшего учебного заведения, куда может ребенок поступить. Есть колледжи, техникумы, где можно за краткий срок тоже получить специальность. Но есть еще короткие образовательные программы, когда ты можешь за 3-6 месяцев получить профессию и трудоустроиться. Такие программы у нас реализованы, очень много таких проектов реализованы в школе 10-11 классах в рамках проекта «Моя первая профессия» и заканчивая для взрослого населения. Мы работаем со всеми федеральными органами власти, которые реализуют образовательные программы такие для населения бесплатные, и даем возможности для нашего населения Республики Саха-Якутия возможность обучиться и переобучиться бесплатно. И вот за эти 5 лет нами обучено 3300 человек, которые прошли бесплатно и платно образовательные программы, трудоустроились по новой выбранной для себя специальности. Это вы говорите уже о взрослых людях? О взрослых, о студентах, школьниках, которые прошли образовательные программы нашего Центра опережающей профподготовки. Понятно, что вузы, колледжи, они готовят 3, 4, 5 лет, а короткие образовательные программы, тут можно охватить еще больше. То, что бесплатно, это же прям какой-то подарок. А есть какие-то категории, в которые нужно попасть, чтобы пройти бесплатно? Да. По разным программам разные. Допустим, немногие знают, какие программы сейчас реализуются в стране и в регионе. Допустим, в регионе есть бесплатная программа переобучения, обучения для многодетных матерей. Есть по содействию занятости федеральные программы для безработных, для ищущих работу,
для пенсионеров, предпенсионеров, абсолютно бесплатные образовательные программы. И вот все эти программы мы и по стране, и по региону собираем у себя вместе, чтобы люди могли обратиться в одно окно и получить эти образовательные услуги. Значит, ваш центр, он непосредственно сотрудничает со всеми школами, да? Да. Потому что там это вопрос актуальный для ребенка, куда дальше идти, куда поступить, да? Либо, может быть, в какую-то программу он сможет вот просто попасть, да, и бесплатно получить какую-то профессию, начать работать, а там уже, ну, допустим, кому-то год нужен, да, чтобы подумать, выбрать профессию. Они же все вот эти три направления взаимосвязаны. Вот аналитика трудовых ресурсов, мы должны, так как финансируемся за счет региона и страны, мы должны понимать, по каким направлениям готовить. Для человека очень важно, прежде чем получить образовательную услугу, пройти определенную профориентацию. И это у вас тоже есть? Это у нас тоже есть. Они проходят профориентацию и понимают, по какие у него возможности внутренние и индивидуальные, по которым он может потом трудоустроиться и работать. Не для каждого может какая-то специальность или профессия подходить. А чтобы вот это тестирование пройти, это тоже бесплатно? Можно обратиться в центр и записаться? Да, есть и бесплатные у нас программы, да, по но есть и платные по категориям. Ну вот мы на фестивале 30 октября постараемся вот на базе «Россия. Моя история» показать все наши возможности и наши услуги предоставить. И там даже можно будет прийти и пройти какой-то такой тест, да? Да, профдиагностику и профориентацию пройти можно будет. Как интересно. И наверняка вы сотрудничаете с биржей труда, значит, раз это и для взрослых людей тоже. Да, с Госкомзанятости мы очень тесно работаем, да, мы с ними, у нас вместе очень много проектов, в том числе вот сейчас один, который у нас работает, это молодежный кадровый центр, созданный Госкомзанятости и Минобрнауки, нашими региональными органами власти, и они вот работают для молодежи. И для пенсионеров тогда ваш центр тоже очень привлекательный, потому что, например, человек на пенсии, у него больше времени свободного появилось, он может освоить быстро, да, какую-то профессию и попробовать себя, еще заработать денег. Да. Тогда давайте еще раз скажем, 30 октября нужно будет тем, кто заинтересовался вашим центром, кто, может быть, о нем знал, но не знал, как подступиться или не было времени, а кто-то, может быть, впервые о нем слышит. 30 октября нужно подойти в музей. Да, музей «Россия. Моя история». Это находится вот рядом с микрорайоном Прометей. Там с утра до вечера мы будем предоставлять услуги профориентации, мастер-классы, профпробы, будут учебные заведения, работодатели, можно прийти посмотреть. В течение всего дня, там, наверное, часов с 9 с 10, да, и часов до 6, наверное. Да. Отлично, отличные новости. К юбилейной дате, ко 2 октября, как вы будете сами поздравлять, кого вы будете, как вы будете сами время проводить? Куда вы обязательно хотите попасть из тех мероприятий, которые предлагают ваши коллеги? Ну, мы как Центр опережающей профподготовки, у нас 2 октября в ДК Гагарина состоится, во-первых, торжественное мероприятие, посвященное 85-летию системы среднего профобразования. Мы там, как Центр, работающий со школами, будем награждать 5 лучших школ по разным номинациям. То есть там есть номинации лучшие по профессиональным пробам, лучшие школы, которые организовывали экскурсии у работодателей, да, у которых есть хорошие партнерские связи. Ну и вот что интересно, в этом году мы новую номинацию внедряем, это те школы, которые отправили больше всего выпускников в учреждения среднего профобразования. Такая номинация тоже будет. Сейчас вот коллеги считают, какая школа же после 9 класса отправила больше всего своих школьников в учреждение. Пока это секрет? Да, это пока секрет. Их можно узнать, номинантов 2 октября. Обычно так же говорят. Ну да, но это уже для основной массы наших горожан из новостей, а туда-то придут люди, которые к этой дате имеют непосредственное отношение. Смотрите, у нас остается до конца эфира 5 минут. Может быть, я какой-то вопрос не задала, а вы хотите что-то еще сказать. Может быть, вы хотите кого-то, пользуясь случаем, поздравить лично через экран. Ну, давайте я. Я еще забыла самое такое тоже основное мероприятие в рамках наших торжественных мероприятий, и об этом же говорили предыдущие ваши гости. 2 октября у нас открытие мастерских, и не только нас, это 10 колледжах. Мы в этом году при поддержке Минвосток развития Российской Федерации по единой президентской субсидии открываем 2 мастерские. Мастерская по банковскому делу и по торговому делу с участием главы Республики Саха-Якутия. Это в онлайн-режиме пройдет, да? И
Пользуясь моментом, я бы хотела всех ветеранов нашего колледжа, всех ветеранов-педагогов, нынешних преподавателей, моих коллег, бывших наших коллег, кто внес огромный вклад в развитие, в становление нашего колледжа в течение 95 лет, да, поздравить всех с юбилеем нашего колледжа. И пригласительные уже ушли на наше торжественное мероприятие, которое состоится 9 октября в культурном центре «Среглякские огни». Спасибо. Как-то одно время была такая гипотеза, что уже перебор юристов и экономистов. Так ли это на сегодня? Насколько ваш техникум стараются попасть, поступить? И приемная комиссия как проходит? И есть ли такое, что недобор или наоборот слишком много на место? Да, действительно есть такое мнение, что уже государство готовит очень много юристов, очень много финансистов, экономистов, бухгалтеров, да, но на деле, если смотреть наш процент трудоустройства, он из года в год растет. В прошлом году у нас процент трудоустройства был на уровне 62%, это с ростом 4% к предыдущему году, да, а в этом году на 1 октября мы ждем процентовку где-то на уровне 64-65%. Действительно, нужно отметить такой момент. В этом году по Российской Федерации Минтруда, сделал первый национальный рейтинг по трудоустройству выпускников, да, и в нашем сегменте мы попали в топ-5 по проценту трудоустройства среди 199 таких же колледжей, как мы. Поэтому надо говорить о том, что есть спрос у работодателей, и есть, спрос у абитуриентов. В этом году 30 заявлений было подано на банковское дело по специальности, да, а по другим специальностям это финансы, это экономика, бухгалтерский учет по отраслям, это торговое дело, было около 20 заявлений на одно бюджетное место. Да, эта гипотеза точно устарела, потому что она была жива в то время, когда еще не было такой развернутой банковской системы. Сейчас, конечно, с появлением банков, да, наверняка такие специалисты еще и, может быть, на вес золота, да? Да, и всегда наши выпускники работали в государственных финансах, да, это надо говорить, и всегда был спрос. Мы очень гордимся нашими многими выпускниками, начиная от Галины Иннокентьевны Данчиковой, и кто сегодня у руля финансового сектора, да, республики, районов, города Якутска, вот. И на этой оптимистичной ноте мы можем закончить наш эфир, потому что время подходит к концу. Я еще раз вас благодарю. Желаю вам, чтобы 2 октября у вас очень насыщенный день по мероприятиям, чтобы все прошло так, как вы запланировали, и приятных слов, подарков, пожеланий. А слушатели, я благодарю за ваше внимание и желаю вам хорошего вечера.